Тем временем в Национальном институте стратегических исследований прошел круглый стол на тему проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов Кыргызстана. Эксперты водно-энергетической отрасли и представители государственных органов обсудили дефицит воды, становящийся все более серьезной проблемой в странах Центральной Азии. Было предложено создать специальное самостоятельное ведомство в этой области. Дефицит воды – серьезный вызов для стран Центральной Азии. Таяние ледников и засуха приводят к водному кризису, последствия которого можно исправить лишь благодаря правильному подходу в его решении. Последние несколько лет у нас наблюдается засушливое лето, недостаток воды, и вода становится очень актуальной темой. Решение этого вопроса необходимо осуществлять не только в рамках нашей страны, но и совместно с нашими соседями. Если мы этот вопрос будем с учетом взаимных интересов решать, тогда это тоже повлияет на стабильность в нашем регионе. Эксперты рекомендуют фундаментальную реформу системы управления водными ресурсами. Они отмечают, что для этого необходимо создать самостоятельное ведомство. Это позволит более эффективно реагировать на увеличение спроса на водные ресурсы в Центральной Азии. До недавнего времени у нас было три разные структуры. Например, я выше говорил, что государственная политика по воде определяет Минприроды, служба водных ресурсов под Минсельхозом, который занимается ирригацией хозяйственной части, а Кыргызгидромет, который обладает базой по гидропостов и метеостанции, оно при МЧС. В результате три министерства, три разные стороны тянет, и единой позиции очень было трудно сформировать. Поэтому Кыргызская республика должна быть своя позиция по воде, когда мы будем говорить с соседями. Сельское хозяйство, как одно из ключевых секторов экономики, уже сталкивается с серьезной угрозой из-за дефицита воды, что в будущем может еще более существенно повлиять на этот сектор, отмечают специалисты. Тут нужно научным организациям решать задачи по оптимизации управления подземными водами. То есть где-то надо срочно увеличивать КПД, а где-то, может быть, это не нужно делать. И, в общем-то, моделирование подземных вод и другие исследования помогут решить этот вопрос. По итогам круглого стола специалисты отметили, что направят соответствующее предложение и практические рекомендации руководству страны. Цель мероприятия – разработка предложений и инициатив для рационального использования водных ресурсов Кыргызстана. Эрлан Джумшалиев, Чингиз Джумагулов, Ала То, 24.